Так, ребятки, ну что, все, я на месте. Не стал Женька ждать, потому что, блин, в его скорость я не уменьшаюсь, у меня водоизмещение. Он говорит, давай топи, Андрюха, занимай места. В общем, я умотал, ребята. Здравствуй, Галечка. А как же, говорит, Лариса Юрьевна? Ну, Галечка, ребята, это такая подруга. Здесь бывает хорошо в плане рыбалки. Сегодня, ребята, будем мстить за оторванные поводки, за вот эти утяги. Не знаю, посмотрим. Я взял, ребята, снасти именно вот в плане на живца. Собрал крокодильчики, все, уже зацепил тройнички. Взял даже продольник. И сегодня Женек со мной, в общем, может, поможет мне с продольником, там, не знаю. И займем полностью побережье, расставимся на живца. Женек взял тоже с собой. И, в общем, ребят, по красоте. Вода упала, ребята. Там перекат проходил, в прошлый раз вообще не задевал. Сейчас смотрю, жук, немножко зацепил. Ну и видно, вот эта тропинка в воде была, ребята. Сейчас смотрю, все, водичка упала. Шикарно. Ветерочек, ребятки, небольшой, но это ладно. Тепло, 26 градусов, я вообще в шоке. Конец августа. Ну, а что говорить, в прошлом году я вообще 31 на 1 я стоял. Было 30 градусов, я купался. Так что тут ничего не надо говорить об этом. 27 августа, жара стоит. Короче, ребят, попробуем. Сегодня планово, конечно, также будет лещ, фидер. Ну, в большей степени охота, ребята, наказать тех, не знаю, судаков или щук, которые здесь рвали. Судака мы здесь одного взяли, прошлую рыбалку, кто смотрел. Ну вот сейчас, как бы, именно хочу плотно заняться хищником. Поставим здесь. Сверху, может, продольник кинем. Ну, самое главное, наловить живца нужно. Вот и все. Все, ребятки, погнали. Что там, Женек? Ты что, тренингуешь?
времени в вагон. Не будет брать же сейчас. Ты Андрей, ну куда сразу поехать? Давай. Давай сюда падай, покурим. Вода упала, видел? А, да, камни в воде у тебя были. Камни в воде были. Ага, я только видел. Я там переказ зацепил, блядь, а там пролетал. Ага. Причем неплохо упало, слушай. Вода вроде падает, слушай, течение как было сильное, так и есть. Ох, ребята, ветерочек-то, конечно, разгулялся, блин, капитально. Днем, ну не знаю, может вечером не будет. Все, ребятки, все готово. В принципе, с прошлой рыбалки у меня клипса стоит. Я ничего тут не примерялся. Как обычно, все, поводочки, патерностер. Ну и погнали. Сейчас замешаю прикормку и что-то будем пробовать. Не знаю, с таким ветром, конечно, тяжеловато все это дело. Ну, сейчас надо добывать каждого подлещика, каждую плотву на живца. В общем, надо, ребята, мелочь сейчас наловить как-то к вечеру. Кровь из носа, так что погнали мешать. Ой, ребята. Хорошо, ребят, тепло. Самое главное. Вообще кайф. Погодка, блин. Правда, ветерочек. Так, ну что, копнули немножко червей свежих. Прошлую рыбалку все на червя. Так что будем пробовать. Опарыша я не покупал, ребята.
Там штук с десяток, наверное, валяется. Так, мало ли, может как-то бутер буду делать. Миласка, последняя банка осталась от Карпомании, свеколка. Вот, загрузил ее. Кукурузка, понятное дело. Ну, вот сейчас у меня отмененка, универсалка, крупный лещ. Ну и шайбочка, ребят. Спрашивают, как, Андрюх, отвариваешь? Ребята, да ее не надо отваривать, ее надо запаривать. 15-20 минут поварили и выключили, и все, и пускай доходит. То бишь здесь даже если альдента будет, вот она альдента, видите, она нормально. Соответственно, здесь не надо прям вареную. Я маму прошу, супруга у меня постоянно делает. Баночку вместе с водичкой. Это мой запар. Так, что, универсалочку и крупного. Опа! Универсалочку бахнем. И крупненького. Это на про запас. Если кому-то не хватит, может у женика будет там что-то проблема. Туда-сюда. Миласочки, ребятки. Понятно, что с водой надо. Ну я так. Относительно. Потому что пшено много воды забрало. Тут бывает, что даже и вода не нужна, ребята. Пшено использую как базу. Это не для того, чтобы как-то в плане прикормки. Это для того, чтобы ее было много. Потому что мешать заводскую, ну, столько нужно много будет прикормки. А здесь как базка, ребята. Все, видите, вот она андельта, она вот разбивается и классно получается. Ну и леща чистим и видим, что пшено ест. Я вот на такой стою, не знаю, что-то экспериментировать как бы я не собираюсь. Чисто по вкусовым качествам. Сейчас вот вода холодная, ну, уже шоколадка, допустим, не пойдет. Ваниль там, тутти-фрути. Вот, в принципе, видите, она такая рассыпчатая, ребят, но она и клейкая, сжимается. Классно. Килограмма тут 2,5. Прикормочки, в принципе, на ночь хватит. Кукурузу также можно потом в насадку использовать, брать. Все, ребят, 3 секунды замес хорошей кашки. Быстро, просто круто, и все. Также потом, если стоим долго, пшено с собой берешь, отвариваешь прямо на рыбалке, запариваешь баночку туда-сюда и все. Вот хочу еще живой фракции попробовать добавлять, никогда еще не делал. Вот, ребят, пишите, с чего начать. Так, ну что, как я говорил, ребят, я не промерялся. У меня тут все готово уже. Клипсы стоят. На правом 110. Течение все-таки все равно бойкое, хотя вода упала. Поводочки 1,70 м. 18 ветер, ребята. Не знаю, конечно, как будем рыбачить сейчас вечером. Ну, как-то так. Вот такие червячочки у нас, ребята. Здесь крючок покрупнее. Овнер. Там поменьше. Но там будем опарыша ставить, кукурузку. Потому что надо половить живца, ребята. Ну и заодно и покормим. Все, поехали. Раз. Готово. Все, дома. Второй заряжаем. Тут у меня 90-ик. О, смотри, что делать. Сразу, ребята. Охренеть. Сразу мелочушка, блин, бьет. Водичка прогрела. Здесь крючочек поменьше. В разы.
в разы поменьше. Ну вот тут у меня немножко парыша. Сейчас тут будем на 2-3 опарика рыбачить. В магазин заезжал в деревенский. Опарыша не было в продаже. Так что такие дела. Вот тут немножко, ребята. Видел даже, что на окукленного рыбачат, как типа как используют как пуфик. О, херачит, ребята. Ехаем. Нам закормиться точку и живца наловить. Погнали. У меня тут ведерко, ребята, специально лодку мыть. Ну и вот под живца его буду использовать. Женек там тоже, смотрю, бомбит. Вроде отмерился. Вот он встал. Я уже приготовил, ребята, все удильники под щуку, под судака, так сказать. Вот. Сейчас будем ловить и будем насаживать сразу. Ну и на продольник надо 10 штук. Женек ездил, миногу пробовал смотреть. Вода поднялась, кочки все свежие. Нету. Надо нырять, в общем. Так, приготовим сразу бубенчики. 4 штучки надо. 4. Это пойдет на закидухи. Людей не понимаю вообще. Ну, что ты, дурак, что ли? Видишь, что фидерас стоит? Прям под ними идет просто. Что, речки, что ли, мало? Ё-моё. Я же не на поплавок рыбачу. Блять, ну это вообще труба, конечно. Постоянно так, в упор. Сейчас, думаю, зацепит сапогом, наверное. Ну, не зацепил. Ладно, хрен с ним. Да. Короче, триллингисты против фидеристов постоянно, ребята, понимаете, постоянно война, блядь. Вот на червя сразу поклевка. И чё прошел, блин? Пошел бы там ходом, да и все, вы нормально. Прям под фидерами прошел, блин, нормально. Ни хрена сорога, ребята. Смотрите, какая. О-о-о, ну это кабан, блин. На червя-то. Нет, это не живец. Это не живец вообще, ребят. Ой, тихо, 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 тихо. Ведро поставил, блин. Сюда надо его как-то поставить, чтобы вода не нагревалась. Сразу как закинул. Даже прикормка он не вымылась. Бахнула. И червь на месте. Сейчас с ветром, ребята, не получится ничего поснимать. Поехали за второй. Ну такую даже на продольник, в принципе, можно поставить на крупную щуку. И вот на червя, пожалуйста. Опарыш молчит. На опарыша, ребята. Опарыша живец, походу. Ну да. Так. Первый, ребята, живец. Хотя это сорога. Мне нужен подлещик, потому что буду цеплять его именно за ноздрю
Точнее, не за ноздрю, а за хребет. А у подлещика как раз плавник вот этот крепкий, ребята. Это прям круто. Именно можно заброс кидать и не бояться, что слетит. Вот. Сейчас же у нас сорожка. Но это пойдет на продольник, в принципе. Сорога стоит на точке. Опа. Кормушка даже не вымывается еще. Жестко стоит здесь. Вот так вот. Что за ребята опять непонятно. Опять кто-то, короче, как будто бьет. И как будто рвет. Блин. Кто-то бьет и кто-то рвет. До свидания, поводок. Все, начинается, короче, в колхозе утро. Откусил опять. Собака. Ты видал, что нет? Жесть, блин, Опять щука просто взяла, оторвала, отрезала, или судак, или что. Да, вон зубы. Минус поводок. Такая подтяга была жесткая. Надо ставить, а поводков, живцов-то нету. Ё-моё, блин. Заманала тема. Такой удар, ребята, был. Бас. Положила шнур опять и, короче, поводка нету. Все, пожалуйста. На червя там кто-то бодал. Блин, подлещик нужен. Заброс-то. Ну, это щука была по-любому, мне кажется. Днем-то сейчас. Кто еще? Уйди ты, блин, ну куда ты едешь-то, ё-моё, блин. Тебе прет прям здесь ходить, что ли? Что, блядь, мало дороги, что ли, или что, блядь? Кормушка как полбу дам сейчас, блин. Что за люди, блин? Ну, что там места мало, видишь, сидят, блядь. Надо было зарядить, нахуй, в лоб. Чтоб понял, блядь. Раз проехал, два проехал, блядь. Ненормальный какой-то тип. Ну вот смотрите, ребят, примерно где проехал. Ну вот прям как раз сейчас вот туда я закину. Ну, я даже бы перекинул его. И пошел на газ. Дебил, блядь. Я в шоке, блядь. Ну что ты пройди, ну видишь, ребята сидят, вон снасти стоят. Или ты высматриваешь, или что, блядь. Конченый какой-то. Беда, ребята. Разлил живцов, блин. Думаю, уже надо ставить. Такой безик уже пошел. Как раз, блин. Поводки уже начал рвать. Думаю, надо ставить. И, короче, оторвал, ребята, я.
Не оторвал, а уронил ногой ведро. Ну, как раз подлещик первый. Ведро маленькое, ребят. Короче, надо, ребят, ставить. Так, ну чё? Так, тормози, Викторович. Не говнаши. В этом деле главное не спешить, как говорится. Так, ну ладно, первый заряжаем. Блин, 3 живца уже было. В общем, тут, ребята, грузило. Отвод с лески и остальной поводочек на тройнике. Вот как раз подлещик, ребят, подходит на это дело. Потому что у него здесь крепкое место. Вот за спинку. И в заброс его четко можно ставить. Так. Что тут у нас? Опа. Запутался. Так. Все. Так, фидеркам, ребят, первую заряжаю. Спиннинг тут, блин, мягенький. И раз. Вот так вот. Все. Тут этот спиннинг. Палка мягкая. А там вот крокодильчики. Там пойдет дело. Ладно. Первый зарядили. Блин, 3 живца уронил. Блин, жалко. Да ну нафиг, ребята. Сразу, смотрите, хапнуло, что ли. Что это? Не живет же. Не живет же, да? Так. Просекать. Смотри, что делает. Угу. Взял. Да охренеть, ребят, только поставил нахрен. Вы понимаете, какое скопление тут ее нахрен. Зубатая, хорошая. Только кинул, ё-моё. Только кинул. Ты понял? Не дает тут нахрен вообще. Хорошая щука. Стоять, куда поперла, блин. О-хо-хо. Душка, блин, ё-моё. Только кинул, ё ты трешки, а. Поварешки, блин. Да. Хватает этих тут драконов, блин. Походу, помимо судаков, блин. Только кинул. Давно бы уже кинул. У меня уже 2 поводка оторвало. Двушка, блин. Ё-моё. Только забросил. Я в шоке, ребята, блин. Просек, главное. Она заглотила подлещика. Вот жаба, блин, а. Фух. Успокойся ты там, все, иди уже. Отдыхай нафиг. Ти. Дела, блин. Делишки. Оп. Тихо, тихо. Викторович, успокойся, не скользи. Чё скользишь? Понятное дело, поводки рвут. Тут безик такой творится. Стоят тут хищник. Так, поводок норм. Норм. Так, ну что, ловим следующего. Жалко, ребята, тех 2-3. Там сорока крупная, слишком крупная. Не пойдет. Не пойдет она. Так, ладно, от одной избавились. Щука-то не маленькая, хорошая щука.
Так, ну ладно. Одну наказали. Так, по плану работаем, ребята. Никакой лещ, ребят, когда вот тут такие атаки, понимаете. Соответственно, тоже она пугает леща. Ну, хищник тут нормально трется, блин. 2 поводка уже, считай, сожрал. Потом надо посмотреть в пасти. Есть крючки, нет? С прошлой рыбалки. Давай. Подлещика, видите, ребят. Съела, даже не подумала. А у меня еще вон 4 не заряжены. Как же ловить? Еще на продольник надо. Житьку сказал, уже Женек щука берет. Все, Женек пошел работать. Тоже ставит закидушки. Видно, места плохо, мало. Врубается. Красавчик. Блин, ребята, блин, дело так, солнышко потихоньку садится, потом мелочь так клевать так не будет. У меня все стоит на точке щука по-любому. Все, мертво. Вообще не хотит. Опять, походу, стала колом. Только забросил. Охрен, блин, жалко. Тут, что ли, сорогу здоровую насадить или что? Но она крупная вообще. Это слишком большая, мне кажется, будет. Даже для двушки это будет крупновато. То бишь, даже если она ее хапнет, ну, навряд ли я ее засеку. Нам надо ждать, чтобы она ее захавала. Блин, хоть удочку маленькую делать, что ли, а? Какой-нибудь поплавок, блин, с этого. С сучка какого-нибудь сделать, да. Вот тут кинь хоть сорожек вот этих маленьких. Блин, надо было удочку сделать. Ё-моё. Да, крепит, конечно, крепит. Хищник прям активный, ребята. Прям активный. Блин, ну только же забросил. На тебе нафиг. Охренеть. Так, ну кто там? Давай, 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 друг мой. Живец нужен как не в себя. Как не в себя, ребята, нужен живец. О, это уже походу ни хрена. Не живец уже, походу бодала. Или живец. Так, есть, ребята, еще один. Отлично. Опа. Блин, пойдем сразу что ставить. У меня вообще ничего не заряжено. Так и не клюет, блин. Походу стоят. Стоят, походу. Ну давай, полетели за второй. Так. Сразу перед забросом все сразу смотреть надо, чтобы ничего тут у нас трава еще какая-то. Трава. Так. Что, где-то туда, где были, да? Ну, попробуем так. Тут тест, конечно, очень слабенький. Тест очень слабенький, конечно, ребята. Что тут я еще через кольцо, что ли, не пропустил? Ёк-макарёк. Вот ты лошара, блин. Викторович. Ладно. Так, один пока есть.
Кто там, ребят? Что-то жестко бахнуло. Кто-то жестко бахнул. Окунь, наверное. А нет, подлещик. У нас днем, блин. Кто-то, да. Сюда, брат, иди. Хрена себе. Подлетел, блин. Бродяга. Подлещик, оказывается. Ёк-макарёк. Жестко так бахнул. Хрюковка. Опа. Вот это да. Не клювал же вообще. Ох, сопливый. Что-то непонятно, ребят. Как-то все это начинается. Сушимся. На опарыша так невзначай бахнул. Все, опарыша-то нету больше. Я тут маленький крючочек поставил специально живца подловить. Все, это последняя зарядка, походу. Странно, ребята, странно как-то все это дело начинается. Так, ладно. Суета какая-то мне не нравится что-то сегодня. Как-то не по нашей теме. Не люблю так. Так, ребята, еще живец один. Тоже сорога. Я вот тут упал. Вода упала и, блин, скользко стало. Затягиваем второго. Попробуем, конечно, закинуть. Конечно, есть в ложке способ. Ставишь вертикально и поводок по шнуру спускаешь. Так тоже можно пробовать. Смотри, что делать. Охренеть, аж выпрыгивает. Только вот под хвостик. Иначе не заброшу. Тихо, тихо, мать. Сейчас подождешь. Сейчас пойдешь гонять. Поехали. Давай только не слети, ладно? Блин, ударило сильно. Не знаю, будет стоять, не будет. Посмотрим. Да, походу на продольник нифига, ребят, мы не наловим, блин. Надо удочку. Тут не слетело. Непонятного тоже. Не дергает что-то нифига. А перезабрасывать тоже такое себе. Фу, блин. Хрена себе, что такое? Ребята. На червяк кто-то дуром бахнул. Только закинул, блин.
Не может быть так. Нет, кто-то есть. Опа, нифига. Рыба, ребята. Кто это? Окунь, что ли, блин? Кормушка даже не вымылась. Нет? Лещ, охренеть, блин. Опа. Собрали. Забрали. Лещи, блин, клюют. Ё-моё. Только забросил. Видите, сегодня с вечера, кто бы сказал, в прошлый раз я сидел здесь 2 дня назад. Не было такого вообще в помине. Ну, червя. Все. Все. Банка пуста. Ну и ладно, на червя будем рыбачить. На червя он клюет. Вот так вот. Ну, красавчики, что правильно идут. Что тут рыбачим. Вот идут ходом по берегу. Нормально все. Молодцы. Нет же, этот демон, блин, ходит. Так, ну идем сейчас сюда. Красавчик. На червя. Сходу. Он молодой рыбачок у нас. Да, Артем? Угу. Сколько годиков тебе? 7 лет. 7 лет? Сколько уже рыбачишь? Ты говоришь, удочку уже забрасываешь? Ну, где-то года 2 уже. Да? Вот я знаешь, со скольки лет начал рыбачить? Скольки? С 4. 4 годиков начал ходить. Вот как ты вот такой же маленький. Я там с дедом ходил, с папкой ходил. А потом вот все, потом один ходил. Тебе нравится рыбалка? Угу. Да? Че ловил? Да, вот такую щуку поймать. Еще вот такие окуни ловил. Рыбки еще там. Молодец. Всякие. Молодец. Что, скоро в школу, да? В школу хочешь? Я да. Хочешь, да? Ну, пока хочешь, да. Потом подрастешь, не захочешь. Молодец вообще, красавчик. Вот с бабкой катаются. Молодцы. Приехали в гости ко мне. Молодец. Кстати, передаю всем привет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И перед этим видосом заваривайте себе чаек с бутербродиком. Ух ты, нифига, молодец. Зато ты откуда знаешь? И еще перед последним роликом я что-то вам скажу еще. И Не, ну ты тему классно сказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да? Пишите комментарии, плохие и хорошие.
И выезжайте на природу, да? На рыбалку. И еще, кстати, мы на вот этой лодке приехали. Угу. Красавчик. Тёма, красавчик вообще. Дай пятюню. Давай, кулачок. Оба, молодец. Артем, иди сюда, я тебе подарок сделала. На, вот завтра поедешь, пачку прикормки тебе. И сейчас тебе блесенький подарю. Тут у меня есть блесенький. Смотри, вот воблер такой тебе дам. Ага. И подожди, сейчас что-нибудь тебе еще задарим. А больше ничего и нету. Так что вот, воблерок тебе это на щучку, на окунь, а это на леща. Видишь, написано крупный лещ. Спасибо. Пожалуйста, давай. Очередной живец, ребятки. Так, друзья, ну что, дело прошлое, вечереет. Скоро будет темно. Через час. Прям нормально так будет темно уже. С продольником, короче, нифига не получилось. Да тут еще ребята приехали. Полчаса с ними общались. Туда-сюда. Вот у меня остался одна закидушка. Вот. И, в принципе, как будто бы все. Ну, я даже не понимаю, пока нужно первый тоже проверять, потому что, может, там живец слетел. А живца нету. Такое себе, ребят. Короче, надо переодеться уже. Мошка вышла, комар. Такие дела. Не знаю, посмотрим, что. Как ночью. В прошлый раз в 11 часов все началось. Соответственно, сейчас нам еще ждать. 8, 9, 10, 11. Такое себе, конечно. Дров не заготавливал, есть газ. Покушать также с дома ребята взял. Так что нормально. Ну что, нормально. С вечера щучка. Пару подлецов попалось. Такие грамм 500. Четверка уже, в принципе, такая не пойдет. Ну, пойдет, я сказал бы так. Самое обидное, то что, ребята, утром начнется дождь. В 4 утра, как будто бы по прогнозу.
Я вот сейчас думаю, что делать. Палатку ставить. Или дожидаться утра и как бы отсидеть полностью всю ночь. Я просто ночью не спал, ребята. Состояние такое себе. Монтировал ролик. Всю ночь, в общем. Короче, спал всего лишь часа 2. Так что, сколько сил хватит, ребята. А утром дождь будет на целый день. Надо тоже свалить отсюда. Как бы и не хотелось. Первый раз с тобой был в этом году. Ну да. Уехали куда-то. У нас тогда всю ночь провисело в среднем режиме на одном режиме было. Я всю ночь в прошлый раз сидел на втором режиме, домой на зарядку поставил, у меня только одно деление. Так, ребятки, ну что, добрый вечер. Или диспетчер. Время 8 вечера. А уже темно. Все. Я там с дома взял покушать. Тоже сегодня не решил заморачиваться. Хотя утром ездил за грибами. Думал взять боровиков, картошки нажарить с грибом. Покушать с Женьком. Нормально, сковородочку такую посидеть. Бутылочку взял. А Женек, у него сейчас 2 поклевки было, 2 схода хороших. Ну, типа как подлещик. Ну, или лещ, подлещик. Все, говорит, Андрюх, побегу, короче. А я в деревню приехал, мама перцы сделала вкусные. Рис, как бы, и в контейнер положила. Ну, как бы, и я, как бы, взял. Девчонки, в общем, ребят, меня снабжают постоянно. Многие тоже спрашивают, типа, как относятся там. Когда у меня, ребята, вообще все на связи.
плане рыбалки, блин, девчонки меня поддерживают капитально. Вот. По рюмочке бахнули, Женек побежал, короче. Ну да ладно, что, 8. В прошлый раз полностью отказалась здесь, прям капитально. И как бы я только в 11 начал что-то как-то тут движуху наводить. 8, 9, 10, то бишь 2 часа, 3 полностью было затишье. У меня 3 живца стоит, 4-й не заряженный. Мы даже на продольник не поймали, ребята. Да, короче, нужно брать удочку и не заморачиваться херней. Ну или ловить миногу. Хотя продольник взял. Ну да ладно, что. Вечерок порадовал. Женек, кстати, очень много мелочи там поймал. Я здесь нифига. Вообще никак. Вот у меня там одна хорошая. 3 я поймал, я их уронил. Потом подлещик, щука, которая попалась. Второй подлещик. Плотва, еще подлещик, вот, который поставили. Все, больше запаса даже нету, ребята. Ё-моё, блин. Ну ладно, что, будем кормить. Как минимум будем кормить, ждать леща. Ну, может ночью что-нибудь опять такое будет, какое-нибудь шоу, вау. Тем более не один. Женек стоит, получается, метров 50-60 от меня. Соответственно, как бы понимание сейчас будет интересно. Плюс у него там точки, я имею в виду эти, не точки, а как ее, закидушки на живца стоят. Блин, хотел продольник закинуть. Блин. Да, времени не хватает, ребят, все уже. Быстро темнеет. Вот 8 вечера, все уже. Соответственно, через неделю уже будет 7, а через 2 недели будет уже в 6 или в 5 уже темнеть. Соответственно, тут уже все, ребята. Дело к весне, точнее, дело к осени. Осень дело такое. Ладно, что, покидаем. Опарыш у меня закончился полностью все. Хотя подлещика сейчас поймал на опарыша, и Женек тоже поймал сейчас, ну точнее 2 схода на опарыша. Блин, ё-моё. Да я бы купил, конечно, но в деревне не было. А в городе где как закажешь? Не время сейчас. То бишь пацаны в основном приезжают все у меня к выходным. Тогда может что-то привезти, а так как бы тяжело сейчас что-то с города привезти. Ну да ладно. Я в принципе с рыбой уже, ребята. Так что посмотрим, что будет ночку, что будет утро, потому что, скорее всего, я даже палатку не буду ставить и не буду ложиться, потому что, блин, утром будет дождь. А так погода, ребята, кайф. Просто лето опять. Лето. Уже Женек что-то там хулиганит. Короче, поехали, ребята, что, посмотрим. Посидим, покайфуем. Польерши. Поклевочка, ребятки.
Нифига, как он боится света. Все. Давай. Дыши, братик. И хорош. Домой. Разведчик, ребята, первый. Долго ждали. Разведчик. Первый. Буквально за час, наверное. За полтора уже. Первая поклевка, блин. Охренеть. Сколько мошки, ребят, летает, смотрите. Не уходит нифига. Такой 400 грамм. Первенький. Так, перезаброска. Ребята, доброй ночи или доброе утро, как кому удобно. Ну, чё, ну вот так, вот видите, как получается. В прошлый раз так, а сегодня вот так. Вот я о чем говорю, то что ни хрена она не получается, надо брать сегодня, а не завтра и не послезавтра.
Время уже, ребятки, у нас 2:04. Третий час. На улице потемнело изрядно. Ну, не в плане того, что потемнело, а то, что затянуло. Звезд нету. Пасмурно. Обещали дождь. Ну, наверное, он и будет. Ну, в общем, рыбалки нету. От слова совсем. Костерок. И все это монотонно. Так, перезабросы тупые. Я расстелил палатку, потому что, ребят, сил нету уже сидеть. Ну, скучно все это дело. Плюс еще не спавший. Думаю, блин, ну что сидеть? Пойдем мы отдыхать. Как бы не хотелось ждать утра, но не вижу смысла полностью. Вечерка такая была, интереса, зарядная такая, бодрая, а тут просто скучно, ребята. Плюс Женек сидит, молчит. За костра, ребят, позалипал, что-то туда-сюда. Так, забрасываешь. Расстелил палатку, в общем, ребят, погнали спать. Ни хрен бодаться. Ну тут уже все. Тут уже никак, я не знаю. Что можно придумать. Что можно сделать. Будем, ребята, отдыхать. Организм говорит: Андрюха, если рыбалка стала раком, то раком сам не вставай. Лучше ложись, поспи. Тем более есть все условия. Спальник, все дела. Ну, завтра дождь. Ну, значит, дождь что. Нам не привыкать, в общем. Так что заваливаемся, ребята, и отдыхаем. Вообще по нулям. Ни хищник, ни лещ. Так что вот так вот. Рыбалка была, походу, вечером. А то и днем, когда мы приехали, сразу так активно все начало поклевывать. Хищник и мелочь. Все поменялось. Такие дела. Так что пойдемте, ребята, отдыхать. Не вижу смысла просто. Так, ребята, ну что, я не знаю, у нас проклятие, наверное, знаете, каких годов еще, ребята? Да хрен знает каких. Женьком. Ну, проклятие 18-х, наверное, 17-х годов, когда мы начали вместе выезжать на рыбалку. У нас вообще по нулям, ребята. Это проклятие работает. Как я не соберу Женьком на зиму, туда-сюда, у нас вообще никогда ничего, рыбалки нормально не получалось. Он хоть и сидит метров 100 от меня, как бы у него там своя движуха, костерок, я к нему ходил. Ну, здесь, ребята, чем не лучше. Ну, просто ноль вообще, ребята, просто ноль. Сами подумайте, вот так, если просидеть в ночь, просто без поклевок, это, ну, такое себе, конечно. Время 3 час. Через часа полтора будет уже светло, разлетать. Будет дождь, да и хрен с ним. Просто устал, ребята. А без клёвья тишину вот это ловить. Плюс еще не спавший. Короче. Поспим. Женек тоже возле костра марит. Такое себе. Есть палатка, ребята. 15 минут собирать ее.
Такой 15-10. 10 разбирать. Да какого 10? 5 минут. В общем, пускай это все будет сырое, но завтра зато мы будем бодрые и у нас будет сила. Рыбы нету, не клюет. Если в прошлый раз что-то у нас получилось добыть, то сейчас просто нет. Вообще просто ноль. Все, ребят, до утра. Что тут у нас? Травы, наверное, грязи. Травы, грязи. Травы, грязи и окуни. Шарик. Окунечки. Друзья, доброе утро. Утро уже совсем не ранее. Ну и не доброе, потому что моросит дождик, блин, зараза. Короче, какой расклад, ребят. Вчера до полтретьего, наверное, тут что-то с Женьком пытались вымутить. К сожалению, рыбалки не было вообще, от слова совсем. С вечера что-то даже подлещик у меня там 2 штуки попалось. Думаю, фига себе, блин. Ночка, думаю, покажет. Тишина, ребята. В общем, я расправил палатку и лег. Ну, предварительно я сразу все вещи спрятал, накрыл стул,
пакетом, в общем, потому что знал, что с утра обещали дождик. Ну так и получилось. В 4 утра, ребята, зарядил такой дождь, что мама родная. Я открыл глаза, смотрю рассвет, и по палатке барабанит дождь. Думаю, ну что, куда суваться? Вещи не промокнут, да, и я буду сухой, как минимум. В оконцове, ребята, подбарабанящий дождь в палатке, спится просто изумительно. В 6 утра я встал, смотрю, Жени нету. А приходит потом смс-ка, потому что там связи не было, вот на реке немножко появилось, что Андрюха, я промок насквозь весь до трусов и пошел домой, в общем, он уехал. Я посидел немножко, попил чая, думаю, да чё терять уже. И, короче, обратно в палатку, ребята, и до 8 часов, сейчас 9 час, короче, я еще массу давил. Зато выспался вот так великолепно. Ну и, соответственно, 9 утра, мне кажется, понту нету. Вот сейчас перезабросил, фидера молчат. Короче, будем собираться, ребят, относительно того, наша задумка по хищнику, ну, не сработала. Ну, как не сработала? Щуку одну мы поймали, ребята, так-то. С вечера было прям интересно. Только забросил, на тебе. Ну, а так ночью, ребята, все промолчало. И у Женька, соответственно, там тоже была тишина. Вот, ребята, понимаете? Вот тот раз попал просто, прям попал. А тут что-то уже все, что-то не нравится. Ну да ладно, что. Все равно рыбалка на рыбалке, ребята, она не заключается в том, что ты постоянно добываешь рыбу, ловишь. Это весь процесс, всякие вот эти нюансы, которые ты обходишь стороной или как-то вот. Ну, допустим, в данной ситуации я полностью сухой, ребята. Вещи уже, палатка уже на ветру просохла. Потому что дождь заканчивался где-то около 6, наверное. За 2 часа уже вещи просохли. Я выспался на природе, ребята. Ну, в общем, пойдет. Пойдет. Короче, что, потихоньку будем собираться, не знаю. Хочу, может, в лес сходить, прогуляться тут по лесу. Так, чисто, приятно, с полезным. Такие дела, ребятки. Наверное, многие скажут, что с этими грибами там совсем уже мало собрал, что ли. Нет, ребят, тут дело в чем. Тут дорога вот такая лесная. И на этой дороге часто маслята растут. А у меня мама что-то сейчас разговорились, она говорит, сейчас бы жареных маслят, говорит, поела. Ну вот, соответственно, я что-то и решил. Думаю, зайду, посмотрю. Так что поглядим. Собрать чисто так на жарежку. Ну, мама захотела. А здесь они есть на дороге. Часто их тут видел. Так что найдем штук 10-х, 20-х. Будет хорошо. Вот они, ребята. Красавчики. Вот они. Маслятки.
Конечно, такое себе дело. Маслятами заниматься. О, малыш не увидел. Они, пленку надо снимать у них. Руки все черные, грязные. Он стоит еще, ребят. Стоят, точнее. Маслятки. Ну, вкуснятина, ребята. Я бы как бы специально-то за ними не пошел бы. Чисто. Вон солнышко, ребят, встает, видите? Не встает, а вышло солнышко и сейчас подсохнет. Зато уже дома приедешь, все разложил и все нормально. Вот такую вот они любят. Местечко такое. Дома разложил уже по местам и все, порядок. На следующий выход знаешь, что у тебя все чистенькое, все аккуратненько, все нормально. Бля, вот это ров они сделали, охренеть. Туда ненароком на машине соскочишь туда, так проблема даже будет. А вот, друзья, нарос чаги. Ну, тут можно выдолбить. Хорошая штука, кстати. Мочегонка, кто вот почками болеет, заваривать, пить. Вообще, как бы, в лес, если пойдете, вот такую штуку на березах именно. Есть трутовики, ребят, не путайте. Такие тоже грибы. Но это называется трутовик. Не путайте чагу с трутовиком. Трутовик, да, если поджечь его, от комаров там нет, помогает. Но я пробовал, это все бред. А вот это, ребята, именно завариваешь и пьешь. И хорошая штука. В лесу, кстати, много хороших вещей. В плане, я имею в виду этого, медицины. Многие не знают. Как-то так, ребята, пивной набор. Точнее сказать, ушинный. Ну вот, ребят, такой набор. 3 подлеца, окунек, сорожка. Ну и вот бонусом щучка, килограмма на 2. Это по 500 грамм подлещики. Ну, вот как-то так. Так, ребят, будем смотреть. Ну, в общем, наказал одну из... Вот, если видно, ребят, видите, это моя леска, мой крючок. А там вроде еще одна. Вот мой крючочек, если видно. Вот лесочка.
Короче, наказали ребята одну. Правда, не знаю, с сегодняшней рыбалки или с той рыбалки. Но у него в пасти еще леска белая. Это не моя. А вот эта синяя моя. Вот она, ребята. Проказница. Которая жила здесь. Че, пойдешь на жареху? Все, ребятки, укомплектовал лодку, помыл, все высушил. Ну, люблю, ребята, вот воспитание такое у меня с детства. Люблю порядок, соответственно, это очень долго. Сам себе бывает караю, но как ни крути. Погода, ребята, раскладилась, распогодилась, расмокропогодилась, повторите. Даже не пахло этими дождями. Женя вышел на связь, отписался, смс-очку, что Андрюха, говорит, хотел тебя разбудить, но не стал, говорит. Спокойно, говорит, прошел и ушел домой, весь сырой, в общем. Женек дома, все нормально, у него в час с копейками был подлец, такой же грамм 500 и мелочь. В принципе, все, ребят, рыбалка такая. Особо, ну, бонусом щучка, наказал, 2 поводка. Жила здесь, мешала рыбачить. Но она здесь не одна, это явно. Так что, такие дела, ребята. Все, порядочек за мной, как всегда, чистенько. Костерочек там вчера попалил немножко, банки там, не банки. Вот, все, поет домой, ребят, что. Жду уже похолодания, скорее бы. И за налимом, ребята. В лес за налимом. Не знаю, последняя рыбалка, крайняя рыбалка, ребята. Не знаю, по фидеру в этом сезоне. Скорее всего, нет. Посмотрим. Ну, а так, в целом, все, ребят, давайте увидимся. На связи. Всем пока.